Алейкум, друзья. Новый день, новый коп, новые находочки, возможно, будут. Короче, отделать нечего. Выскочил я покопать. Золотишко наше. Сегодня у меня пробный такой вариант в лесу идет. Такой тихий лес. Короче, и новая штучка у меня тут на детекторе появилась. Эти. Это для телефона. Нам один брат подогнал меня. Короче, сейчас будем проверять тоже, как все это будет действовать. Такая вроде нормальная штучка. Ну что, если что найду, покажу. А так, остаемся на канале, да? Хотел я с этой штучкой поснимать, но как-то не догнал я. Так что, как к ней телефон прикреплять, не получилось у меня. Короче, тут у меня есть монетный сигнал. Сейчас будем глядеть, где монетка. Она где-то вообще тут-то. Вот она, на самом верху лежала. Видать, солнце ее припекло. А что же она? Видать, под листьями здесь была, да? Ведь что-то была действительно монетка. Окей, продолжаем. Остаемся. У меня находочка от природы. Такой здоровый муравейник. Я летом еще снимал такой муравейник. Вот он муравьями кишит. Сейчас тут тишина. Все спячки. Спят муравьи. Холодно. В эти дни такой мороз. Вот. Не такой мороз, но чуть-чуть холодно. Хотя солнце есть. Красиво в лесу. Очень красиво. Тишина, покой. Вот. Ну а мы продолжаем. Остановился, чтобы вам муравейник показать. Ехали далее. Вот у моего муравейника такой сигнал такой подозрительный. Нельзя сказать, что монетный, но и уйти не проверив тоже нечестно было бы. Тут-то. Сейчас глянем. Может. Хотя здесь мусор выкидывали тоже рядышком. Вижу я. Что-то я не там копнул, видать. Надо было вот тут-то. Одно заглядение здесь копать. Видите, песок какой. Никаких. Охотники уронили. Гильза. Вот этого добра здесь валом. А мы продолжаем. Нам монеты нужны, а не гильзы. Отсюда я достал кое-что. Сейчас покажу, что это такое, за что. Я ее сюда прицепил к дереву. Ну, это замочная скважина. Всем видно. Всем видно.
Вот лента скважина. Скважина. Вот. А тут у нас машины бегают. А мы тут ищем. Ходим. Ничего никак найти не можем. Аппарат как убитый, короче, свистит, звенит. Пришлось мне чуть-чуть дискриминации сбавить. Он пищит, постоянно пищит, короче, не знаю. Может, земля какая такая? Удобрение. Солей много, видать. Ну что, продолжаем. Вот копаем мы сейчас. Тут у меня сигнальчик. Сигнал. Вот здесь вот где-то. Не могу никак добраться до него, поскольку напоролся я вот на такую породу. Не земля или что-то камень такой, не знаю. Вот. Короче, здесь, видите, вот эти, как их, гномы собирали его, этот камень. Он тут образовался. Короче, такая почва мне попалась. Что такое? Без понятия. Минералы какие-то, наверное. Камень как стекло. Видите? Ну, я думаю, скорее всего, здесь копать нельзя. Я так думаю. Из-за этой почвы. Ну и походу думаем здесь и черемшу найти. Возможно, будет черемша, не знаю. Пока что не находили. Но варианты есть. Что, продолжаем. Сейчас, если дойду до вот этой цели, покажу. Здесь тут недалеко есть один замок. Вот. Да, кстати, у меня тут еще тачанка с юга. Прицеп тракторный. Старый. Находочка тоже. Кто-то оставил. Вот такие места. Красиво. Еще смотрим далее. Видите? Скорее всего, вот эта порода, земля, она и пищит у меня здесь. Сигнал здесь яме есть. Вот я никак не мог ее обнаружить этот сигнальчик. Но и напоролся я на него. Пардон за мой русский. Вот он звенит. Вот. Вот эта штучка у меня и звенит. Это сигнал, тут у меня еще летает здесь. Здесь. Так что прекращаю я здесь искать. Скорее всего, здесь резона нет копать. Надо валить отсюда. Если вся порода вот такая, это стекло какое-то. Тут фронту нет. Окей, продолжаем. Наверное, поедем на какое-нибудь поле. Там у меня комрад еще копает. А он-то не догнал что-то такое. У него пинпоинтера нет. Вот. Окей, остаемся. Это не заяц лежит. Или камень. А камень. Камень, камень, камень. Продолжаем. Мы тут на поле. Заехали мы в поле, как мы сейчас видели. Короче, там земля мерзлая. Невозможно было копать. Вот, снова в лес.
Тут тоже, видите, такие глыбы, камень здесь. А вот подкова мне выпала. Такая. Так, еще 3 подковы и лошадь. Короче, комплект. Почти собрал я. Тут у меня такая дорога идет. Думаю, видно. И партизаны, короче, провозили оружие. Ну и у одной лошадки подкова упала. Но мы ее и нашли. А что делать? Продолжать. Что еще делать? Хотя маловероятно, что здесь что-то есть. Вообще сигналов нет. Вообще. Окей. Друзья, на очередном копе мы здесь с комрадом. Он с Деусом ходит, бродит. Чего меня не хватает, Диан? Деуса мне не хватает. Но ничего страшного. И без Деуса у нас выпала находка. Я ее даже в руки не брал. Вот. Бывшая монетка. Такая. Долго ездили мы. В лес заезжали. В лесу ничего не было. Так. Поехали на одну ферму. Попросили хозяина. Без проблем копайте. И вот такое поле нам дали покопать. Сейчас будем смотреть, что может еще что-то будет у нас здесь. Ну что, продолжаем. Остаемся на канале с нами. Друзья, помните, как было в мультфильме? Ноги, ноги. Потом этот ящерица. Хвост главное. Вот и я про то же. Деус, Гаррет главный. Короче, у Гаррета вторая монетка. Вот она. Вроде что-то есть. Ну и, конечно, дождь есть. Вот. Комрад копает. Не видно его, но он копает. Ничего он не может никак найти. У нас вторая монетка с ямочки. И дождь. Вот. Надо чухать вроде бы. Але продолжаем. Посмотрим, насколько будем мокнуть и копать когти. Как говорится, ни в шторм, ни в бурю не сдаемся. Ходим, копаем. И вот что-то мне выпало. Белое, серебряное. И скажу вам, это что-то очень хорошее. Я даже больше чем доволен. Да. Я даже больше чем доволен, но монетка убитая, к сожалению. И она согнутая, видите. Но уже серебро. Уже радует. Что, продолжаем, друзья. Остаемся на канале, да? Далее мы снова круг. Наш комрад свой Деус спрятал. Не детектор. А у меня уже какая? 4-я монетка. Видите, согнутая, правда. Чуть-чуть деформированная, но ничего. Наполеон и состояние очень хорошее. Есть. А Деус ни одно не нашел. Ни одно. Так что покупайте Гаррет с диском торнадо. Вот, продолжаем. И название будет Деус против Гаррета сегодня. Ну что, меняемся? Если доплатишь 100 евро, я поменяюсь. Да, вот. Потрошитель. Да.